различных акций, шествий по тем самым местам, где прошел так называемый бессмертный полк. И очевидно, что власть отказала. То есть я приводил цифры недавно в своей публикации, говорил, что около 4 миллионов казахов погибло в сталинский период. Дальнейшие были репрессии. Было у нас, скажем, алашевцы, так называемые, известные. Они все были подвергнуты репрессиям, убиты. Около 4 миллионов. На войну из Казахстана, на Вторую мировую войну, было отправлено, мобилизовано 1 миллион 200 тысяч человек. Вернулись 600 тысяч. То есть, это я говорю официальные данные. Получается, голодомор и репрессии погибло около 4 миллионов казахов. На войне погибло около 600 тысяч. Теперь Токаев дает разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», а на проведение шествий, память о погибших в Голодоморе несколько миллионов казахов он разрешения не дает. То есть вы понимаете, что вот где он с Путиным. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И мы все должны отрицательно, негативно, с возмущением относиться к тому, что Зеленский продолжает поздравлять Токаева с различными праздниками этого кровавого диктатора, который является помощником Путина. Это должно быть прекращено. Должны быть открыты глаза и понимание, что текущее руководство — это враг Украины, это диктаторский режим, который будет отправлять наших людей на войну против Украины. Как сейчас так называемые малые народы, тувинцы, буряты, татары и различные национальные группы, которые проживают на территории России, отправляются воевать в Украину против Украины. И тоже и они с почетом, так же как участников так называемой Великой Отечественной войны, их чествуют, награждают и вспоминают. И завтра их дети, внуки и родители будут тоже ходить с плакатами с их именами, говорить, что они воевали за нашу родину. На самом деле, вы же понимаете, что эти люди ни за какую родину свою не воюют, они пытаются захватить независимую свободную Украину. Вот куда нас ведет Токаев. И все эти события, уважаемые друзья, происходят только тогда, когда это в стране, во главе страны диктаторский режим, тогда, когда народ молчит, не организовывается. Год назад, вы помните, были сняты фильмы, финансировались государством, и слезы люди проливали вместе с членами правительства, что советский режим уничтожил творческую интеллигенцию, нашу передовую мысль казахов и так далее. На самом деле, все это произошло, потому что многомиллионный на тот момент народ Казахстана молчал. Сейчас, на данный момент, происходит то же самое. Посадили в тюрьму на 7 лет решением закрытого суда Марата Желамбаева. Посадили журналиста Думана Мухаммедкарима, который брал у меня 2 интервью на казахском языке. На 7 лет, к сожалению, вышло всего лишь несколько десятков человек. По итогам, скажем, январских событий Кантар, вы знаете, Айгерим Тлеужан тоже осудили на несколько лет в тюрьму. Тоже наш народ молчал. Собственно, это все происходит, потому что народ проливает слезы, но активно не выражает свой протест, не объединяется, не действует. Поэтому сейчас опасная ситуация. Она опасна тем, что все это приведет к тому, что если мы не остановим Токаева, а мы его сейчас не останавливаем, мы не выходим на массовые митинги и так далее, в итоге Казахстан будет объявлен союзным государством, и мы быстро окажемся в составе Российской Федерации. Слабые народы поглощают более крупные государства. Собственно, так мы попали под пяту царского самодержавия, и в Советском Союзе было то же самое. И